Методическую помощь ингушским коллегам в борьбе с общим врагом оказывают специалисты из Москвы. В республику по приглашению главы региона с этой целью приехали замруководителя Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, а также пульмонолог, инфекционист и анестезиолог, реаниматолог из клиники хирургии Вишневского. Для наших медиков проводят обучающие семинары. Слушатели, врачи, инфекционисты со всех уголков республики. Тема, выбранная на семинаре, актуальна. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции на основе временных методических рекомендаций. Специалисты в области инфекциологии поделились с медиками опытом и знаниями. В плане организации больницы начали работать, и они начали оказывать медицинскую помощь. То есть они уже в этом плане, понятно, что организационно они начали работать, и они готовы. Второй серьезный момент – лекарственное обеспечение. Мы с вами уже сказали, что это новая инфекция. То есть, соответственно, мы должны понимать, что достаточного количества лекарств для нее просто физически нет нигде в мире. Это проблема всех стран, где есть эпидемия ковид, по существу всего мира. Так вот, я должен сказать, что в вашей республике, благодаря стараниям вашего правительства и вашего министерства, лекарства есть на всех больных. Первое. То есть это дефицит лекарств, но вот ваше Министерство здравоохранения умудрилось его закупить и имеет запас почти на месяц всех основных препаратов для лечения. Это очень хороший результат, уважаемые жители Ингушетии, поскольку мы сталкиваемся по многим субъектам с тяжелым дефицитом этих препаратов. Второй серьезный момент, также вполне объективный, это средства индивидуальной защиты. Вы тоже подготовлены, у вас хорошая обеспеченность средствами, и тоже в отличие от очень многих субъектов Российской Федерации. Далее, реанимационная помощь. Это очень важный момент, потому что я сказал, мы имеем дело со смертельным заболеванием, и последний рубеж, который может помочь тяжелому пациенту, это реанимационная помощь, реанимационная койка, аппарат искусственной вентиляции легких, обеспеченность кислородами и специалисты-реаниматологи. Вы мобилизовали все, что сейчас могли из аппаратов, а мы должны понимать, что в обычных условиях, когда у нас нет эпидемии, скажем так, мирное время, у нас есть норматив по аппаратам, этого вполне достаточно для оказания плановой помощи, но в условиях наплыва тяжелых больных этого совершенно недостаточно. Так же, как надо понимать, что аппараты – это сложный продукт, который тоже быстро нельзя начать делать, да, в несколько дней. В этом плане вам серьезно сейчас будет серьезная помощь с Федерального министерства здравоохранения, более 30 аппаратов искусственной вентиляции легких сейчас у вас законтрактовано, уже как бы проплачено, я думаю, что в течение ближайшего времени вы будете им дооснащаться. Но на данный момент, на сегодня, вот на данный уровень развития заболеваемости, мы посмотрели все практически случаи, тяжелые случаи в Ингушетии, вам аппаратов достаточно. То есть ни один пациент не погиб из-за того, что ему вовремя не была оказана реанимационная помощь. То это очень неплохой результат. И, в общем-то, я тут вам могу сказать, не давая никаких комплиментов вашему руководству, вы, наверное, из российских субъектов готовы достаточно хорошо, если даже брать все 85 российских субъектов. Но я должен сказать, пользуясь этим случаем, хотел бы обратиться и к населению Ингушетии. Очень важный момент. Я повторяю это пятый раз и делаю это не случайно. Мы должны понимать это все. Мы имеем дело со смертельным заболеванием. В ряде случаев медики будут не способны вам помочь, спасти вас, вашей жизни, ваших родственников. И тут все зависит во многом, как при инфекционной вспышке, эпидемии инфекционных заболеваний, от вас. Меры изоляции, прекращение массовых сборищ в этот период, по любому поводу, даже если так принято. Это единственное, чем вы можете помочь и себе, и своей республике, и спасти себя и своих родственников. Медики могут сделать все, что они могут, но
ваша доля ответственности населения, она на вас, и за вас ее никто не решит. Прошу обращать на это внимание, помнить об этом. И учитывая тот уровень подготовки, который сейчас есть, тот уровень помощи, который вашим медицинским работникам сейчас удается оказывать, помощь федерального центра, вот то, что я сказал, в том числе консультации, в том числе дополнительное оборудование, я очень надеюсь, что вы достойно здесь пройдете эти сложные времена. Но еще раз подчеркиваю, без изменения коренного подходов к совместным мероприятиям в этот период, у вас будут дополнительные жертвы, которые никому не нужны. Обратите на это внимание. Бригада специалистов из Москвы осмотрит лечебные учреждения, где оказывается помощь больным COVID-19, и окажет методическую помощь больным и руководству регионального Минздрава. Специалисты прошли все наши больницы, которые на сегодняшний день оказывают помощь по COVID-19. Это наша республиканская больница, Назрановская районная больница. Теперь уже в течение 2 дней развернутая работает Молгобекская центральная районная больница. Были осмотрены условия, в которых оказывается помощь больным. Даны рекомендации как врачам, так и нам, Министерству здравоохранения. Ну и сегодня уже медики, это пульмонологи, инфекционисты, эпидемиологи собрались здесь, в Министерстве здравоохранения, и врачи проводят для них мастер-класс, семинар, дают им последние рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией как в амбулаторных условиях, так и для стационарных больных. Семинар был очень хороший. Много вопросов узнали именно про сегодняшнюю тему, это новая коронавирусная инфекция. Новые рекомендации, как они сказали, появились вчера, уже были опубликованы на Минздраве Российской Федерации, 6-я версия. Узнали много нового о лечении больных, этиотропное лечение, что они на данный момент в Москве, Московской области проводят с больными легкой, средней и тяжелой степени тяжести с новой коронавирусной инфекцией.